Дорогие друзья, сегодня опять в нашем тесном, узком, дружеском кругу нашего штаба обсуждался вопрос Саши Матвеева, Филиппа Киркорова и, естественно, Бедраса Киркорова. Кто есть кто и кто есть как? Я хорошо знаю Александра Матвеева, очень своеобразного персонажа, еще с 2005 или 2006 года. И первое, на что я его обратил внимание, когда приехал на кинофестиваль, который проходил в Сочи, на то, что Александр очень похож по повадкам, не внешне, по манерам на Филиппа Бедросовича Киркорова. Это человек, уже тогда я это заметил, как и Киркоров, это Остап Бендер. Только Киркоров успешный Филипп Бедросович Остап Бендер, работящий Остап Бендер, а Саша немножко ленивый Остап Бендер. Но вот в этом плане они похожи. И когда я узнал, что он еще дружит и общается, и покупает вещи Киркорова у Бедроса Киркорова, у меня, как говорится, многое сошлось. И я понял, что это родственные души. Нет, я не считаю, что они настоящие родственники, что он настоящий сын. Но по духу он сын Киркорова, и они, Бедроса, похожи. И тот пенсионер по жизни много лет уже, которому делать нечего, хочется походить, потусить. И Саша, несмотря на свой молодой возраст, тоже пенсионер по жизни, который не любит работать, а хочет тусить, общаться, радоваться жизни. Это не так плохо. Такое количество людей, наверное, должно быть в мире определенное. Лишь бы это не было 80%, как в нашем мире сейчас. Александр Матвеев, кем бы ни был там, что бы ни было, как бы, он всегда вместе с Бедросом, всегда он и будет с ним вместе. Ведь очень важен в данной ситуации человеческий фактор. Мама предвидела, и она сказала, что я буду артистом, потому что я родился в один день с Юрием Никулиным, 17 декабря. Блин, ну так и получилось. Не то, что там, вот он там себя артистом, зато у меня профессиональное образование выше. Я артист драматического театра и кино. А что ты окончил? Я окончил Институт русского театра и учился у народного артиста России Евгения Герчакова. Ух ты! Да. Но это потом было. А сначала я закончил Московский университет культуры и искусств по специальности режиссер театрализованных представлений праздников, что, в общем-то, мне очень помогает в моих концертах ставить программы. Я все ставлю сам. Что еще хочется сказать? Он, безусловно, талантливый человек, но талант его в плоскости умения общаться с людьми и находить людей, которые для него что-то делают, а он не очень готов им отвечать тем же. Отсюда и проблемы. Сейчас в нашем мире дашь на дашь. Ты делаешь для человека, и для тебя делают. А он морально не всегда к этому готов. Он это понимает, что это должно быть так, но не всегда к этому готов, просто-напросто. Саша Матвеев, артист, не менее талантлив, чем Филипп, не менее трудолюбив, чем Филипп. И более, может быть, даже где-то харизматичен, но у него другой жанр, другой формат, у него другое амплуа. Он займет свое место, достойное место, но рядом. Я многому научился в свое время, будучи даже еще школьником, у Филиппа Киркорова. У меня настольной книгой был его концерт «Лучшее, любимое и только для вас». И вот я этот концерт досмотрел до дыр. Я пересмотрел все его интервью. Мне очень было интересно, как он рассказывает о своей работе, как он рассказывает о сцене, о жизни. Я, например, не считаю Филиппа Бедросовича Киркорова великим артистом. Он талантливый, но он не великий, потому что великих артистов у нас осталось вообще единицы. Но Филипп умеет показать, что он отличается от других сильно. Он может показать, что он совершенно работоспособен, что он совершенно готов многим помочь. И это Филиппе главное, это важнее всяких его перьев, всяких его конфликтов, всяких наездов на розовых кофточек, а именно то, что оказаться в нужном месте в нужное время и развеселить так, чтобы народ хохотал и плакал от радости, а потом напивался и забывался. У Саши пока этого еще нет. Ему надо поучиться. И почаще для этого надо общаться с Филиппом Бедросовичем и с самим Бедросом Киркоровым. Когда иду по улице, мне говорят, идет Киркоров. Вот так вот. Я сказать, без всякой ложной скромности,
это со мной уже, ну, лет 15-18. Представляете, если вот, ну, периодически там от случая к случаю, довольно-таки часто, ну, раз в месяц, несколько раз слышать Киркоров, это в тебя просто войдет. Тебе это нравится, не напрягает, это твое. Знаете, это мое. Потому что, начиная с 98 года, все говорят, вот у меня настольная книга была такая-то, у меня настольная книга была такая-то, у меня настольная книга была «Концерт Филиппа Киркорова, лучший любимый только для вас». Опять же, дружба с Бедросом Киркоровым тут очень поможет, потому что тот очень мудрый человек, он может много чему научить. И у Филиппа Киркорова надо учиться, а прежде всего учиться работоспособности, умению работать много и хорошо, чего не хватает Александру Матвееву. Хотелось бы находиться в одной тональности с людьми, которые хотят слышать то, что им сейчас веет время. Поэтому, исполнив в дуэте песню Алёши с Бедросом Киркоровым, я увидел однажды на концерте, как в зале все плакали. В том числе даже оператор, который снимал этот концерт, тоже плакал, у него были слезы. Так получилось, что это увидел, и я не ожидал такой реакции. Вот, видимо, были задеты струны души, и хотелось бы, чтобы людям, вот, у людей вызывать такие эмоции. Желаем сегодня в очередной раз крепкого здоровья Бедросу, быстрее он пусть поправляется. Здесь у нас есть новая группа, создалась сейчас. Они изучили песню «Алёша» на татарском и башкирском языках. Ждем Бедроса к себе в гости вместе спеть песню «Алёша» на татарском языке. У меня потрясающая семья. Да, давай. У меня потрясающая мама, которая является моим другом на протяжении всей моей жизни. Она работает сейчас в Большом театре. У меня в детстве была мечта. Вот где бы я ни был, в садике, в школе, в институте. Мама, хочу, чтобы ты там всегда работала. Ты хотел, чтобы мама тебя Мама не было рядом. И потом получилось так, что когда уже вышел на сцену, мама оказалась рядом. Она на те концерты, которые у меня проходят сольные программы, она всегда проводит людей, всех рассаживает, сама сидит на какой-то тубареточке, потому что ей места не хватит, потому что на меня ломятся. Представляете? Помню, что администрация закрывала двери, говорила, никакого концерта Матвеева нет. И жалась администрация, чтобы они ставили приставные стулья. Нельзя по пожарной безопасности. Нет, можно, сейчас буду звонить главе города. Мама гордится тобой. Мама очень гордится мной. В общем-то, очень похоже на Бедроса, который тоже делает многое и очень скромничает. Александр Матвеев через 10 лет, через 20 займет серьезную нишу на нашем телевидении, на нашей эстраде. Поэтому, значит, мы за него спокойны. И очень важно, что ему наставление дает Бедрос Киркоров. Он к ним прислушивается, они очень много общаются. Поэтому, значит, мы ждем от них обоих совместных концертов, совместной деятельности и с удовольствием будем принимать участие в этих концертах. Я думаю, к тому времени Филипп Бедросович куда-нибудь уедет, вот, а Матвеев будет заменять его на сцене. И те бабушки и дедушки, которые ходили на Филиппа Бедросовича, будут ходить на него. Ну, ныне это не бабушки и дедушки, ныне это молодые, ну, в основном женщины, конечно, средних лет. Они станут бабушками, они будут писать кипятком от того, что будет делать Саша Матвеев на сцене. Потому что Киркорова, Бедроса, уехавшего, может быть, даже на другую планету. Они все инопланетяне. Все три Киркорова инопланетяне. Но Филипп Киркоров не ленивый инопланетянин, а Саша Матвеев ленивый инопланетянин. Когда человек вкладывает в свою профессию душу, трудолюбие и талант, то, конечно, что-то получается. Есть такое понятие – удача и успех. Вот Александру Матвееву мы желаем удачи. Удача – это везение, а успех – это труд. Я никогда этому не изменю, я это не предам. И буду нести в себе все то хорошее, что я накопил и чему я научился. У семьи Киркоровых, как сказала однажды Алла Пугачева, по-настоящему сценические люди с фамилией Киркоров. Я буду нести это в себе, и нести это со сцены, и нести все хорошее для зрителей. Буду служить сцене, как я был с самого детства ей верен. И, наверное, это
будет таким лейтмотивом на протяжении всей моей жизни. Быть верным сцене. А какие произведения, какие песни, это, наверное, подскажет жизнь. А я буду выходить, радовать зрителей и получать, конечно, от этого удовольствие, потому что, когда тебя аплодируют, наверное, для артиста нет ничего прекрасней на свете.